начале заседания представители комитета обсудили проекты закона о внесении изменений в Кодекс ЭРА об административных нарушениях в области электроэнергетики и о внесении изменений в законодательные акты республики. Один из законопроектов устанавливает административную ответственность за незаконную деятельность по добыче криптовалюты, второй – уголовную. Оба законопроекта были представлены на рассмотрение парламента президентом и уже приняты в первом чтении. Обсуждение темы вызвало бурную дискуссию среди депутатов. Высказывались полярные точки зрения. У нас мощностей не хватает, это подтверждают все. А завтра вы что, мощности на чем хотите увеличить? Если у нас мощностей нет, мы в прошлом году потребили 73% вырабатываемой электроэнергии на всю Абхазию. 73% от вырабатываемой электроэнергии Ингургесом. Как мы можем принимать закон, который кому-то позволит заниматься этим видом деятельности? У нас очень много возможностей в плане гидроресурсов. Люди могут поставить, дайте договорить, значит, где люди могут, в принципе, вложиться в это дело, могут вместе с государством вложить свои ресурсы, сделать и иметь. Мы не имеем права запрещать людям, пускай имеют. Это первое. Второе, если будут установлены счетчики, если будет больший контроль взят по оплате, наверняка, я абсолютно уверен, высвободятся мощности, которые можно будет продать нашим тем же гражданам, кто это имеет, чтобы и они заработали и заплатили бы налоги государству, с помощью которых, как говорится, можно будет отремонтировать и линии или передачи и так далее, и так далее. Я вообще считаю, Дмитрий Григорьевич, что если мы торпедируем этот закон, значит, это торпедируем ради тех, которые незаконно поставили. Здесь, по крайней мере, как говорится о том, чтобы запретить незаконное подключение. И если мы это торпедируем, не хотим это принимать, значит, тогда мы хотим нелегально помогать, как говорится, тем, которые вне закона. Депутат Гарри Кукай заявил, что сегодня необходимо ужесточение мер наказания. Дальнейшие пути выхода из энергокризиса следует обсудить уже после принятия законопроектов. У нас законопроект не по легализации, не по регулированию, а по ужесточению мер. И ужесточение мер не только в сфере деятельности по незаконное подключение в общем вообще наносит вред энергетике. Эти законопроекты необходимы для того, чтобы спасать нашу энергетику вообще сегодня, да. А завтра то, что я не соглашусь с мнением некоторых наших коллег, что там возможно что-то регулировать или возможно какие-то у нас мощности будут свободны, мы это можем дальше обсудить, порекомендовать правительству запретить там хотя бы на 2 года, на 3 года мораторий вести на эту деятельность, пока мы все непорядок не приведем, генерацию откуда-то мы не знаем, планируем получить, дай бог, чтобы это у нас получилось, что-то, если высвободится, конечно, можно отбирать, но сегодня эти законопроекты примем, ужесточим меры. После дискуссии комитет проголосовал за вынесение законопроектов на заседание сессии парламента. Далее депутаты рассмотрели проект о внесении изменений в закон ЭРА о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Основная концептуальная поправка, на мой взгляд, которая запускает в силу и вообще в жизнь данный закон, в первую очередь в наименовании закона и далее по тексту, где идут такие же словосочетания. Наименование закона изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими. Я вас прошу, прямо пульт стоит, там разговаривать. Запятая, должностными лицами и депутатами. То есть, когда мы вносим определение должностных лиц, этот закон будет распространяться на всех должностных лиц и на всех депутатов. А вступление закона о госслужбе, оно всего лишь разграничит категории госслужащих, это классные чины и так далее, и так далее. Предложенный законопроект был вынесен на заседание сессии парламента. Еще одной темой обсуждения стало повышение нижней границы возрастного ценза кандидатов в депутаты. Согласно предложенной поправке, депутатом может стать гражданин, который достиг 30 лет. Однако и на этот счет мнения депутатов разделились. Наш коллега Ваша, который 26 лет, или 27 лет избирался в парламент, яркий представитель парламента, молодой человек. На мой взгляд, мы должны ориентироваться не на возраст, а мы должны предлагать
критерий, каким мы видим депутата, каким критериям он должен соответствовать. Возражений было больше, и в итоге по результатам голосования данная поправка не прошла. Предложение спикера парламента Валерия Кварчи о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента Абхазии было снято с голосования, так как, по мнению парламентариев, оно требует доработки. Валерий Кварчи также предложил внести в Конституцию республики поправку, касающуюся владения депутатами абхазским языком. Нет в мире государств, где избираются не по национальному признаку, где избираются люди, и владеющие государственным языком. Нет такого примера в мире. Но у нас все в Абхазии все так. Это первое. Второе, Конституция Республики Абхазия 6 пунктом, значит, обозначена абхазский язык как государственный язык. Третье. Законы о языке, о государственном языке, если не ошибаюсь, второй или третий пункт, там буквально записано. Государственным языком должен владеть, перечисляется президент, министры и так далее, и депутаты парламента. Члены комитета проголосовали за вынесение предложения спикера на заседание сессии парламента. Кроме того, Валерий Кварчи выступил с законодательной инициативой о внесении в закон об актах гражданского состояния и в Гражданский кодекс РА изменений, касающихся права на восстановление национальной принадлежности. У нас нет закона, который регулировал бы желание восстановить свою национальность, свою прежнюю фамилию лицам, не имеющих гражданства Абхазии. Речь идет о абхазах, проживающих в Турции, Сирии, в разных странах мира. Речь идет о самозаханцах, которые насильственно изменили национальности, фамилию и так далее. Правом обладает лицо, не имеющее гражданство Абхазии, но не является прямым потомком народа абаза, которые вынуждены оказались за пределами Абхазии и в 20 веке, значит, были насильственно изменены их фамилии и национальные принадлежности. Большинство депутатов проголосовало за вынесение законопроекта на рассмотрение на очередное заседание сессии парламента. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.